Не в лекарстве дело. Автоинспекторы Коми задержали очередного любителя выпить за рулем. Водитель внедорожника всячески пытался избежать ответственности. Сначала ссылался на плохое самочувствие и эффект сильнодействующего медицинского препарата. Затем отказался от теста на алкоголь в патрульном автомобиле и грозился вызвать для своей защиты профессионального юриста. Однако все уловки мужчины не помогли избежать заслуженного наказания. Репортаж Антона Булаева. 10 апреля, улица Морозова, Сыктывкар. Инспектор регионального УГИБДД останавливает черный внедорожник с перегоревшей фарой. За рулем пожилой мужчина, который сразу ведет себя крайне подозрительно. Ой, давайте как-то пошире уж сделайте, или дверь откройте. Что это? Осторожно, руку. Что-то это. Подождите. Что-то вы тут либо травмируетесь, либо мы друг друга не поймем. Хорошо. У мужчины явные признаки алкогольного опьянения. Водителя внедорожника приглашают в патрульный автомобиль для проведения административных процедур. Однако покидать водительское кресло нарушитель наотрез отказывается. Давайте ко мне пройдем. Что-то я какой-то запах ощущаю алкогольный. Уединимся? Это духи? Нет. Ну, может быть, духи, но... Давайте оформляем и пишем, и едем. Подождите. Он Хорошо. инвалид и принимает лекарства. Все, я понял. Но, смотрите, работа моя заключается в том, чтобы... Я говорю, оформляйте протокол и поехали к медику. Конечно. Смотрите, для того, чтобы мне оформить протокол... Все, я говорю, оформляйте протокол. Ну, я его буду в вашем присутствии оформлять. Конечно. Мужчина заявил, после встречи с автоинспектором его состояние резко ухудшилось, а затем предупредил, что у него вторая группа инвалидности, поэтому ему жизненно необходимо принимать сильнодействующие лекарства. Полицейские этим отговоркам не поверили, отстранили водителя от управления автомобилем и предложили ознакомиться с протоколом. Значит, это протокол об отстранении, о временном отстранении вас от управления. Хорошо. Вот. Так как у меня имеется основание полагать. Я чувствую запах алкоголя. И изначально ваше поведение какое-то было такое дерганое. Всегда такое. Ну, по крайней мере... Не трогайте меня. Я вас не трогаю. Не трогаю я вас. Я вам разъясняю. Проходить тест на алкоголь на месте мужчина наотрез отказался. Пригрозил инспектору, что уже вызвал своего адвоката. В наркологию поедет только с ним. Вскоре на место происшествия действительно прибыл молодой человек. Как выяснилось, сын нарушителя. Адвокат? Нет. Удостоверения нет у адвоката? Нет. Доверенность письменная? Нет. Значит, официально я вас допустить к участию в производстве по делу о правонарушении не могу, но вы можете присутствовать при этом. Вопросы задавать права не имеете. Отводы делать, ходатайство заявлять права не имеете. Я понял. Врачом-наркологом при проведении медицинского свидетельствования было установлено, что водитель находится в состоянии опьянения. То есть никакие, как вот он утверждал, что он употреблял лекарственные препараты, то есть за большой промежуток времени они бы показать не могли. То есть действительно водитель употреблял какое-то спиртное. Как у нас неоднократно разъясняли медицинские работники, что любое спиртосодержащее лекарство в течение 10-15 минут после приема оно выветривается. Ну и, соответственно, в любой аннотации к лекарственным препаратам строго указано, что запрещено управлять транспортным средством, так как большинство таких лекарств имеют седативный эффект, пагубно влияющий на реакцию водителя за рулем. За управление машиной в нетрезвом состоянии мужчине грозит лишение прав и крупный денежный штраф. Автомобиль нарушителя инспекторы передали его сыну, который был вписан в полис ОСАГО. Видимо, в ближайшее время именно ему придется возить своего тяжело больного отца.